Мое любимое дитя, я очень хочу, чтобы ты ощутил утешительное тепло моего присутствия, впитывая эти слова. Знайте, что я с вами в этот самый момент, готовый общаться с вашим сердцем. Отбросьте свои тревоги, потому что в этот момент в вашей душе нет места беспокойству. Вы подошли ко мне в состоянии изнеможения в поисках утешения, и я здесь, чтобы осыпать вас своей любовью и спокойствием. Оставайся мужественным, дорогой, и не позволяй страху взять верх. Хочу заверить вас, что ваши молитвы не остались незамеченными. Тяжелые испытания, с которыми вам пришлось столкнуться, скоро рассеются. Сохраняйте свою веру непоколебимой, потому что вы не были оставлены, и мои обещания вам будут выполнены. Полностью доверься мне, зная, что я буду рядом с тобой даже в самых тяжелых битвах. В моменты, когда усталость одолевает вас и вы решаете сдаться, помните, что в такие моменты вы должны оставаться стойкими. Препятствия, стоящие на вашем пути, скоро рухнут, но только если вы останетесь решительными. Не сдавайтесь неудачам, потому что за каждой неудачей стоят благословения, предназначенные для вас. Продолжайте свою борьбу, сохраняйте свою веру и двигайтесь вперед без каких-либо сомнений. Я делюсь этими словами с вами из любви, так как очень хочу, чтобы вы представили себе прекрасное будущее, которое вас ждет. Необычайные события и новые благословения уже на горизонте. Вы подниметесь на необыкновенный духовный уровень, создав прецедент для своей семьи. Многие читают мои инструкции и становятся свидетелями невероятных чудес, однако их сердце часто охватывает скептицизм. Они могут чувствовать себя недостойными или думать, что я не желаю демонстрировать миру свою божественную силу. Они погружаются в пессимистические влияния, которые сеют семена сомнений, и соглашаются на жизнь, лишенную цели и радости, отдаляясь от благодати, которая могла бы изменить их жизнь. Однако ты, мой дорогой, другой. Вы изменили свое мышление, но помните, что вы все еще человек, и моменты слабости могут посетить вас. Я понимаю это, поэтому я здесь, чтобы возродить вашу веру. Я знаю, что ты воспринимаешь мои слова глубоко в своем сердце и принимаешь их. Ты ответишь на мой зов и будешь стоять прямо. Не сдавайтесь сейчас, победа неминуема. Я здесь, потому что только я обладаю живительной пищей, которая вечно насыщает вас. Я источник живой воды, утоляющий вашу глубочайшую жажду. Никакое другое существо в этой огромной вселенной не может облегчить ваше бремя и дать вам отдых. Многие ходатайствуют за вас, и я слышу их мольбы, но именно я дарую это духовное наследие, предназначенное вам от начала времен. Я тот, кто благословляет тебя, и никто другой, поэтому не полагайся исключительно на свои силы в приобретении земных благ. Когда ваше финансовое положение становится нестабильным, не отчаивайтесь. Не возлагайте непоколебимое доверие на мимолетную работу или скоропортящиеся вещи. Вместо этого осознайте в своем сердце, что я есть и всегда буду вашим пастырем и кормильцем. Я умоляю вас сделать это для меня. Каждое утро приходите и послушайте мое послание, а затем закройте глаза с сердцем, полным благодарности за вашу жизнь, вашу семью, ваше настоящее и ваше будущее. Воспитывайте чувство благодарности, потому что так же, как я преодолел, так и вы можете преодолеть невзгоды этого мира.
Я дарю вам прекрасные дары от моего сердца, мою любовь, мое понимание, мою дружбу, мою радость, мой Святой Дух, мою мудрость и мою защиту. Поэтому встаньте пораньше, пусть уста ваши переполнятся похвалой. Вдохновленный Твоей преданностью, я никогда не оставлю Тебя и никогда не хочу, чтобы Ты отошел от меня. Доверься мне полностью, мои руки всегда открыты, чтобы обнять Тебя. Я внимательно слушаю ваши крики и молитвы. Поделитесь надеждой, которую вы получаете сегодня, с другими и поделитесь благословениями, которые вы вскоре получите, с теми, кто в них нуждается. Цените эти драгоценные дары и не присоединяйтесь к нечестивцам, ибо они замышляют зло и расставляют ловушки для невинных, грабя нуждающихся и насмехаясь над смиренными. Не попадайтесь в сети врага, предназначенные для тех, кто живет в рассеянии. Не упускайте из виду великую цель, ради которой вы были избраны. Сегодня я изгнал отчаяние и усталость из вашей жизни. Прямо сейчас вы чувствуете, как внутри вас бьет сверхъестественная сила. Не сдавайтесь, продолжайте нажимать. Ничто и никто не сможет остановить ваш прогресс. Я не подведу тебя. Я буду делать тебя сильнее с каждым днем. Продолжай, моя любовь, ибо мои благословения и моя любовь ждут тебя. Чудо, которого вы ждете, произойдет. Вопрос, который вас беспокоит, будет решен. Ваши молитвы достигли моего небесного престола, и ваш ответ уже скоро. Но скажи мне, что ты будешь делать, когда оно придет. Не уподобляйтесь тем, кто получает свои желания и забывает того, кто их исполнил. Я прошу только ваше сердце, а не ваши материальные блага. Я не желаю подношений, если они не исходят от искреннего и благодарного духа. Так ваши благословения действительно умножатся. И если вы получите ответ на свою молитву, но забудете спасшего вас Бога, и если вы верите, что достигли всего своими силами, то берегитесь, ваши блага медленно увянут, как цветок без воды. Поливайте свои молитвы хвалой, принесите свою благодарность моему алтарю, цените и цените все, что вы получаете, каким бы малым оно ни было. Поймите, что я всегда предлагаю нечто гораздо лучшее, чем вы просите. Я твой Отец, твой Создатель. Я знаю, что идеально для вашего будущего, вашей семьи, вашей духовной жизни и вашего сердца. Если вы стремитесь к процветанию, я избавлю вас от долгов. Цените настоящее, ведь вы сейчас существуете на свободе. Ваши банковские счета могут быть лишены средств, но ни один сборщик долгов не постучит в вашу дверь. Если вам нужно изобилие, я обеспечу вас достойной работой и средствами для вашего хозяйства. Воздержитесь от жалоб, ибо я предлагаю вам возможность заработать себе на жизнь. Не бойся, ибо я открою тебе двери. Следуйте моему примеру, ведь именно в этом заключается процветание. Через преданность делу и честность я стремлюсь одарить вас обильными благословениями, поскольку желаю, чтобы вы научились мудро ими распоряжаться. Когда вы соедините свое благодарное сердце с приобретенной мудростью, вы будете одарены чудесными вещами. Я также желаю спокойствия в вашем доме. Пусть чудеса, свидетелями которых вы станете, способствуют вашему духовному росту. Однако не стоит слишком зацикливаться на материальных благах. Вместо этого сосредоточьтесь на небесных вопросах.
Прежде всего, сохраняйте в своих сердцах чувство благодарности. Это первый шаг к сверхъестественной жизни. Это ключи, которые открывают дверь в период божественного изобилия. Ваша преданность делу, благодарность и стремление благословлять других приносят мне огромную радость. Я желаю, чтобы вы услышали эти слова непосредственно от меня. Ваше имя резонирует в небесных сферах, и вы являетесь примером веры, настойчивости и верности. Вспомните эти слова, запечатленные в вашей душе, когда сомнения и разочарования попытаются напасть на вас. Я тот, кто исцеляет вас, дает вам процветание и поднимает вашу жизнь из глубин. Я окутываю вас любовью и милосердием, открывая дверь в мир сверхъестественного. Я желаю, чтобы ваши молитвы были услышаны, но я также приказываю вам лелеять их. Наслаждайтесь сообщениями, которые придают вам силы, и делитесь ими со своей семьей. Помните, когда вы закрываете глаза в благодарности и молитве, я кладу руку вам на голову и изливаю свои сверхъестественные благословения в вашу жизнь. Я ваш всемогущий Бог, и я хочу, чтобы это было для вас кристально ясно. Я люблю тебя, я тебя не подведу, и для меня нет ничего невозможного. Если я призвал вас стремиться и быть смелыми, то это потому, что я действительно помогу вам добиться успеха. Я желаю вашей веры, вашего сердца, вашей жизни, ваших стремлений, вашей приверженности и вашей преданности превыше всего остального. Я хочу занять главное место в вашей жизни и хочу, чтобы ваши мысли каждое утро были сосредоточены на моем слове. Пусть ваше сердце подпрыгнет от радости, когда вы услышите эти послания. Научитесь различать эти слова, написанные с любовью и сказанные с силой. Не соглашайтесь на искаженные сообщения, которые обманывают ложью и пустыми обещаниями. Меня узнают только мои овцы, и ты один из них. Ты чувствуешь мое присутствие в своем сердце, и каждое утро мой голос говорит с тобой. С нетерпением жду ваших молитв, внимательно слушаю. Ваша благодарность трогает меня, и как только ваши губы разомкнутся в молитве, мои ангелы спешат к вам, трудясь ради вашего благословения. Расставляю все вещи на свои законные места. Все выравнивается. Сердце смягчатся, мнения изменятся, и те, кто вас осуждал, начнут уважать вас. Это работа моего Святого Духа. Отдай свою жизнь в мои руки. Позвольте мне вести вас. Я знаю, что лучше для тебя, и все еще работаю над этим. У вас не будет недостатка ни в чем. Я желаю твоего роста, твоей зрелости, твоего счастья. Я твой всемогущий Небесный Отец, и я люблю тебя. Благословляю тебя, я не подведу тебя. Пожалуйста, ответьте мне, подарив мне свою жизнь, свою преданность, свою благодарность и свою веру. Это мое искреннее желание. Возможно, вы столкнетесь с тысячами конфликтов и временами почувствуете себя на грани неудачи, но мой Святой Дух обитает внутри вас, наполняя вас силой, поэтому вы никогда не потеряете свою веру. Продолжайте идти вперед непоколебимо, потому что я с вами. Для меня нет ничего невозможного. Доверьтесь моему письменному слову. С его помощью вы сможете покорить великанов и прогнать вражеские армии. Вы выразили желание жить в мире, и я уверяю вас, что, хотя могут возникнуть трудности,
мои обещания никогда вас не подведут. Ежедневные трудности, с которыми вы сталкиваетесь, не могут украсть ваше счастье или эмоциональную стабильность. Встречные ветры больше не смогут затуманить ваши мысли, а сюрпризы жизни не смогут ожесточить ваши чувства. Эти слова даровали вам духовную зрелость, силу духа и эмоциональную устойчивость. Теперь вы понимаете, что ваше будущее не определяется вашими чувствами. Вы обладаете властью выбора. Я дал тебе самообладание. Искушения не одолеют вас, неудачи не ослабят вас, ошибки не удержат вас, а несовершенства не сломят вас. Ваша уверенность основана на моем письменном слове. Ты знаешь, что если ты 7 раз приткнешься, я 7 раз подниму тебя. Если ты 100 раз оступишься, я 100 раз тебя прощу. Я пришел предложить тебе любовь и прощение, когда ты не знал меня и был пойман в ловушку греха. Теперь, когда ты веришь в меня, я избавлю тебя от печали. Я вытру твои слезы, очищу твою вину и исцелю твою боль. Я всегда буду с вами, потому что вижу вашу решимость продолжать сражаться, упорствовать в своем пути, даже перед лицом ваших ошибок и суровых угроз ваших врагов. Я хочу, чтобы ты относился к себе с большим уважением. Ты принадлежишь мне и имеешь для меня огромную ценность. Но вас окружают люди, чье негативное мышление лишает их права на счастье. Если вы ожидаете, что эти люди примут вас, они заставят вас пойти по-своему. Подумайте вот о чем. Вы можете почувствовать необходимость перенять мышление других, что может привести к тому, что вы откажетесь от своей веры вместе с многообещающим будущим, которое вас ждет. Этот путь может привести к тому, что горечь просачивается в ваше сердце, и вы можете в конечном итоге обвинить меня, задаваясь вопросом, почему я не вмешался, когда дела пошли наперекосяк. Однако, пока мы говорим сейчас, пойми, что моя привязанность к тебе очень глубока, и я буду с тобой во всех испытаниях. Пусть эти слова станут маяком силы и вдохновения в вашей жизни. Доверься мне, ведь я твой божественный хранитель, который дорожит тобой. Покойся, зная, что я никогда не оставлю тебя, и что я способен на все. Я хочу общаться с вашим сердцем напрямую, так, чтобы это находило отклик в глубине вашей души. Поймите, что я постоянно с вами, наблюдая, направляя и лелея вас с любовью, превосходящей понимание. Я знаю о ваших недостатках, ошибках и моментах скептицизма, но я хочу, чтобы вы поняли, что мое благословение не предназначено исключительно для тех, кто притворяется совершенством. Речь идет не о проявлении безупречности, а о взращивании смиренного сердца, которое осознает свою потребность во мне, которое воздерживается от использования слов, чтобы ранить других обманом и клеветой. Я сосредоточил свое внимание на тебе, потому что вижу внутреннюю доброту в твоем сердце. Я желаю, чтобы ты решил последовать за мной, принять дар вечной жизни, который я тебе дарю. Ваше духовное наследие ждет вас, и я желаю, чтобы вы приветствовали его с распростертыми объятиями. Я знаком с вами и признаю, что вы можете споткнуться на этом пути. Но ты теперь изменился, ты уже не воспринимаешь мир так, как они. Вы верите во всемогущее божество, которое обожает вас, прощает, помогает, когда вы спотыкаетесь, и настойчиво мотивирует вас прогрессировать, несмотря на препятствия.
Поэтому я умоляю вас не лишать себя, своих родственников и свой народ этой исключительной возможности. Мое искреннее желание, чтобы все вы жили под моей нежной защитой, охраняемые моей любовью и защищенные моими крыльями. Пусть спокойствие и радость наполнят вашу жизнь. Я обожаю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Я открою для вас небесные окна и буду проливать благословения за благословениями, пока вы не будете полностью обеспечены и не освободитесь от порабощения. Ты обретешь подлинный покой в моих объятиях, если поверишь в меня. Все, что я прошу вас, это каждый день подниматься с решимостью и упорствовать. Отдыхайте, когда необходимо, но когда снова взойдет солнце, вставайте с энергией, рвением и продвигайтесь вперед без обид и меланхолии. Преодолейте каждое препятствие смело и радостно, даже если обстоятельства развиваются не так, как ожидалось, или когда кто-то пытается помешать вам на пути. Оставайтесь верными нашему плану даже в самые напряженные дни. Даже когда вы сталкиваетесь с противниками, улыбнитесь им, относитесь к ним терпеливо, дайте им воду, если они пересохли, и помогите им, если они нуждаются в помощи. Однако проявите при этом мудрость. Используйте свой интеллект. Не раскрывайте уязвимости своей жизни. Не предоставляйте им возможности предать или ранить вас. Прояви доброту, но также покажи свой характер, все, что ты от меня почерпнул. Избегайте общения с недоброжелателями и не раскрывайте свои планы тем, кто может использовать их против вас. Воздержитесь от принятия, прослушивания или распространения клеветнической информации о ком-либо. Эти противники впадут в отчаяние, когда поймут, что не смогут сбить вас с выбранного вами пути. Я устраню их, когда придет время. Наш план далек от завершения. Вы будете продолжать продвигаться вперед с верой, рвением и усилием до того момента, пока я не прикажу. В этот момент вы окажетесь перед огромной дверью, и за ней обнаружите невероятные благословения. Выразите свою веру в меня. Возьмите на себя обязательство ежедневно приходить ко мне, начиная с этого момента. Будь храбрым, дитя мое. Поднимитесь с верой, ибо триумф уже в ваших руках. Сегодня вы выразили мне свою благодарность за еще один день жизни. Итак, чего же ты ждешь? Выразить свою благодарность ничего не стоит. Я уже знаю о ваших потребностях еще до того, как вы их озвучите, поэтому просто доверьтесь мне. Ищите моего присутствия и наслаждайтесь безмятежным моментом. Найдите минуту молчания и подумайте обо всем, за что вы можете быть благодарны сегодня, о вашей жизни, вашей семье, вашем здоровье, воздухе, которым вы дышите, пище на вашем столе, убежище над вашей головой и моей божественной защите, окружающей вас. Дом. Мои ангелы-воины стоят на страже. Подумайте о бесчисленных способах, которыми вы благословлены, о многочисленных прекрасных причинах цепляться за жизнь. Размышляйте об этом ежедневно, наполняя свой разум позитивными мыслями и следя за тем, чтобы ваши глаза постоянно воспринимали хорошее в вашей жизни. Будьте спокойны, зная, что ваша судьба в моих надежных руках. Я живу в благодарном сердце, которое признает свою нужду во мне, ищет меня с верой и надеждой и признает свои обильные благословения. Беспокоиться о происходящем вокруг вас естественно,
но в чрезмерном беспокойстве нет необходимости. Я понимаю бремя ответственности, которую вы несете, ваше стремление к тому, чтобы все шло гладко, чтобы ваша семья была здорова и чтобы ничто или никто не нарушал ваш мир и стабильность. Однако в те мрачные дни, когда благодарность ускользает из вашего разума, противник нашептывает ложь вашей психике, превращая ваши тревоги в страх, окружая вас ложью и усиливая страх до паники и отчаяния. Я здесь и терпеливо жду, пока вы высоко поднимете руки и произнесете слова, которые заставят противника бежать. Выразите свою благодарность за вашу жизнь, вашу семью, ваше здоровье и каждый аспект вашего существования. Ваша искренняя вера и благодарное сердце служат барьерами, укрепляющими вас в трудные времена. Когда придет беда, знай, что я буду рядом с тобой, готовый проснуться и произнести первые слова дня из глубины твоей благодарной души. Небеса полны благословений, на которых написано твое имя. Доверьтесь мне всем сердцем, ведь события складываются в вашу пользу и на земле, и на небесах. Многие обстоятельства спланированы в вашу пользу. Я издал твердый указ, чтобы вы получили обильное обеспечение, свободу от долгов, сверхъестественную мудрость и благословение, специально приготовленные для вас и вашей семьи, вашего божественного наследия. Вы не случайность. Я любил тебя еще до твоего существования и приготовил для тебя бесчисленное множество прекрасных вещей, из которых моя вечная любовь является самой значительной. Я любил тебя, когда ты был далеко, и моя любовь к тебе сохраняется, когда ты возвращаешься ко мне. Если вы считаете, что ваши случайные неудачи злят меня и заставляют дистанцироваться, вы ошибаетесь. Твои ошибки не пугают меня, и я не отвергну тебя из-за твоих проступков. Ты всегда подходишь ко мне полный раскаяния и говоришь правду. Я знаю, что ты любишь меня, и если ты споткнешься, я пойму твое сердце и твои причины. Я ценю вашу искренность, никто не сможет меня обмануть. В отличие от других, которые носят маски совершенства и святости, чтобы обвинять тех, кто отличается от других или не разделяет их убеждений, вы другие. Вы не судите всех и не считаете себя выше других. Ваш дух нежен, ваши отношения добрые, ваши мысли чисты. Если вы упадете, вы снова подниметесь с уверенностью и верой. Никогда не позволяйте никому осуждать вас, никто на этой земле не имеет такого права. Если вы сохраните такое отношение веры и будете ежедневно обращаться ко мне со смиренным сердцем, стремясь учиться и слушать, я вознагражу ваши усилия изобилующими благословениями. Материальные блага вас не очаровывают, вы ищете только благословений и защиты для своей семьи. Будьте уверены, я дам вам это и многое другое. Я подготовлю вас к тому моменту, когда представятся возможности. Не стесняйтесь захватить их. Пока вы слушаете, во всем мире происходят сверхъестественные чудеса. В вашу жизнь входят новые люди, возникают новые возможности. Обстоятельства, которые могут показаться трудными, благодаря вашей вере и терпению превратятся в благословения и источники мира для вашего дома и обеспечения. Самое главное и прекрасное уже твое, в том числе и моя искренняя любовь. Вырази свою веру в меня, найди покой в моих объятиях. Я контролирую твою жизнь. Не бойтесь, потому что я ваш защитник,
постоянно наблюдающий за вами. Я с тобой каждое утро, когда ты просыпаешься, и я хочу, чтобы ты чувствовал мое присутствие каждое утро, когда ты открываешь глаза. Не позволяйте отвлекающим факторам поглощать драгоценные первые мгновения вашего дня. Приди и слушай мое слово, слушай, как мой дух говорит с тобой. Поверьте, когда я говорю вам, что все под контролем. Не бойся невзгод, ибо со мной рядом с тобой ничто и никто не сможет причинить тебе вред. Многие проблемы, беспокоящие вас сегодня, будут решены раньше, чем вы ожидаете. Правильные решения придут в нужное время. Я открываю дверь, о которой вы молились в своих самых глубоких молитвах, укрепляю вашу веру, поднимаю вас и веду вас к новой жизни, новому началу, где все будет по-другому. Не беспокойтесь о мнении других, проживите свою жизнь с верой и достоинством. Завистники всегда будут говорить о вас плохо, но их слова – всего лишь отражение яда в их душах. Только мое мнение о тебе должно иметь значение. Я считаю тебя замечательным, с чистым и искренним сердцем. Держись моих слов, и когда люди нападут на тебя, найди прибежище в моей любви. Я был с тобой во всех битвах, с которыми ты столкнулся, в каждом падении, в каждом поражении, в каждой победе и во всех твоих трудностях. Но теперь пришло время торжествовать, поднять свою жизнь еще выше. Оставьте позади старые битвы и шагните в новую эру успеха и обновления. Это момент, чтобы изменить свою жизнь, начать новую главу. Позвольте мне вести вас по новому пути, наполненному благословениями и мудростью. Я предлагаю вам свою любовь и мир, чтобы ваша душа и разум были спокойны. Вы это принимаете? Я открою небеса, чтобы наполнить твои руки благословениями. Я напишу свое слово в твоем сердце, чтобы твои шаги были тверды, и ты никогда не отклонялся от этой любви, которая окутывает тебя. В своей человеческой слабости ты можешь споткнуться, но всегда помни, что я Бог милосердия. Я не только принимаю ваше раскаяние, но и протягиваю руку, чтобы поднять вас из глубочайшей пропасти. Дары, которые я дарую вам, безграничны и намного превосходят любое материальное богатство. Милости, которые я осыпаю вас, превосходят все земные блага. Поэтому, когда я уверяю вас, что сдам в аренду вам небо, примите мое обещание с непоколебимой верой и ответьте: «Я верю в вас». Отнеситесь серьезно к моим заявлениям, ибо это не шутка. Моя привязанность не скрыта, моя любовь к тебе безошибочна. Заметьте мир вокруг вас, небеса над вами, воздух, которым вы дышите, солнечное тепло на вашем лице – это мои дары, мое свидетельство моей любви к вам. Я спас тебя от страданий и агонии, даже от когтей смерти. Вы встретили этот год с надеждой, переполненной предвкушением всего хорошего, что ждет вас впереди. Теперь, когда вы сталкиваетесь с препятствиями и испытаниями, не останавливайтесь здесь. Не отказывайтесь от своей мечты. Ваши стремления драгоценны для меня, они имеют значение. Я подарил тебе миссию, которую нужно достичь, цель, которую нужно реализовать. Я стремлюсь продемонстрировать через тебя свою любовь и силу. Я ежедневно наполняю вас своей божественной сущностью, повышая ваше духовное понимание. Постепенно вы начнете воспринимать то, что выходит за рамки видимого, понимать намерения людей и накапливать обширную мудрость.
Ты станешь мудрее, сможешь тронуть многие сердца, помочь им и отразить мое слово своими делами. В вашей жизни другие увидят плоды вашей веры и замечательные достижения, которых можно достичь, веря в мою силу. Протяните руки, вы собираетесь получить огромные благословения. Примите их с верой, ибо небеса сейчас расступятся перед вами. Однако я умоляю вас, никогда не покидайте меня, никогда не ослабляйте свою веру. Я хочу поговорить с тобой самым интимным и личным образом, чтобы заверить тебя, что тебя ценят безмерно и что моя любовь к тебе бесконечна. Я жажду твоей любви и веры. Покажи свою любовь ко мне честно, не из обязательства, а из искренней любви, наполняющей твою душу. Верьте в меня, доверьтесь мне целиком и помните, что я ваш непоколебимый союзник, ваш свет в самые темные ночи. Ты никогда не одинок, потому что я всегда с тобой. Когда страх и беспокойство охватят твое сердце, отдай их мне. Положите свои заботы к моим ногам, и я понесу их за вас. Отбросьте бремя, которое вас тяготит, потому что я здесь, чтобы поднять вас и окутать своей бесконечной любовью. Сегодня особенный день, не похожий ни на один из тех, с которыми вы сталкивались раньше. Откройте глаза на трансформацию, которая разворачивается вокруг вас. Вы заметите изменения в своей жизни, в своей семье и даже в отношении окружающих. В течение дня обращайте внимание на улыбки на лицах людей. Мое мощное присутствие пребывает внутри вас. Ты сосуд моей любви, и она исходит от тебя, трогая сердце тех, кого ты встречаешь. Сегодня я дарю вам глубокую мудрость и горячее желание воплотить ваши заветные мечты в реальность. Я настроен на каждую вашу эмоцию, на каждый ваш опыт. Я хочу защитить вас от вреда, укрепить ваш характер и защитить вас от позора. Итак, измените свое отношение, улыбайтесь даже в невзгодах и верьте, что я с вами и готов помочь вам во всем. Мои грозные армии рядом с вами, готовые помочь вам в каждой битве. Когда вы сдаетесь мне, когда вы склоняете голову и открываете свое сердце моему руководству, вы позволяете моей божественной силе действовать через вас. Доверьтесь моему прощению, желайте перемен, и я здесь, чтобы подарить вам новое сердце. Вскоре ты увидишь, как моя любовь окружает тебя, преобразовывая твою жизнь так, как ты даже не мог себе представить. Ищи меня на рассвете, когда солнце встает и окутывает тебя своими теплыми объятиями. В этот момент моя слава воссияет над тобой, озаряя твою жизнь и рассеивая тьму. Твое сердце наполнится моей истиной, и твоя душа наполнится силой, прогоняя печаль из твоего разума. Снова посвятите себя молитве, поиску меня, посвящению времени мне и отказу от своих мыслей и решений. Вы можете столкнуться с тяжелыми и трудными ситуациями, но помните об этом. Все возможно для тех, кто верит в меня, для тех, кто признает мое существование и верит в мою силу, для тех, кто решил довериться мне изо всех сил, несмотря на испытания, с которыми они сталкиваются, для тех, кто цепляется за меня, даже когда противник пытается посеять сомнения и заявить, что я отказался от них. Знай, что моя любовь вечна и непоколебима. Я хочу вести тебя, присматривать за тобой, но прошу взамен одного – твоей непоколебимой веры в меня. Я твоя жизнь, твое будущее, твоя сила и твой щит. Живи верой,
моя дорогая, и верь, что ты получишь еще невиданные чудеса. Ваша вера может показаться незначительной, но это все, что мне нужно, и это все, что вам нужно, чтобы продолжать получать прекрасные благословения, которые я приготовил для вас. При любых обстоятельствах поймите, что все достижимо для тех, кто верит в меня, для тех, кто признает мое присутствие и зависит от моей силы. Для тех, кто, несмотря на все невзгоды, предпочитает полагаться на меня, привязываясь ко мне, даже когда сталкивается с попытками вселить сомнения и утверждать, что я их оставил. Знайте, что моя привязанность вечна и непоколебима. Я стремлюсь направлять вас, защищать вас, но прошу взамен одного – вашей непоколебимой веры в меня. Я – ваше существование, ваше будущее, ваша сила и ваш защитник. Иди уверенно, моя дорогая, и верь, что ты станешь свидетелем чудес, которые еще предстоит открыть. Ваша вера может показаться незначительной, но это все, что мне нужно, и это все, что вам нужно, чтобы продолжать получать чудесные благословения, которые я приготовил для вас. Вы уже давно посеяли семена веры в свое сердце. Несмотря на самые тяжелые испытания и самые трудные моменты, ты никогда не колебался в своей вере в мои силы. Ваша непоколебимая вера привела к вашей триумфальной победе. Сегодня я хочу заверить вас, что ваши семена веры не остались без внимания. Я видел ваши трудности, вашу непоколебимую уверенность в себе и вашу стойкость в трудные времена. Я дарую вам свою благодать и милость и своей мощной рукой сделаю так, чтобы эти семена веры процветали в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Приближается момент пожинать плоды вашей веры и стойкости. Я знаю глубину твоего сердца и твои истинные намерения. Вы не ищете славы, богатства или мирского одобрения. Желание вашего сердца простое – обеспечить свою семью, освободиться от долговых цепей и распространить свою любовь и поддержку на тех, кто вам дорог. Я хочу благословить вас, и я намерен это сделать. Аминь. Повтори мне, любимый мой, что ты любишь меня всей душой. Уверьте меня, что верите в меня, и сегодня вы увидите, как я влияю на вашу жизнь и жизнь вашей семьи своей любовью и силой. Я люблю тебя, дитя мое, и очень хочу войти в твой дом и совершить значительное чудо. Я стою у дверей твоего сердца, нежно стучу. Откроешь ли ты его и позволишь ли мне сделать что-то новое, чудесное и мощное в твоей жизни? Я знаю о ваших обстоятельствах и никогда не позволю дефициту проникнуть в ваш дом или причинить вред вашей семье. Я покрою ваш дом множеством благословений на долгие годы вперед. Ваша верность, ваши молитвы, ваши слезы и ваша приверженность не остались без внимания. Вы поверили в меня, и я услышал ваши мольбы. Подготовьте свое сердце, мои возлюбленные, к приближению значительных перемен. Не держитесь за прошлое с его тревогами и разочарованиями. Приветствуйте трансформацию, которую я привношу в вашу жизнь, поскольку она наполнена мудростью, силой и способностью принимать разумные решения. Будьте благодарны и доверяйте, ибо я меняю вашу жизнь и готовлю вас ко времени, когда на вашем пути появятся бесчисленные возможности. Вы уже давно посеяли семена веры в свое сердце. Я заметил ваше непоколебимое доверие ко мне даже перед лицом самых тяжелых жизненных испытаний. Ваша борьба не осталась незамеченной,
и ваша непоколебимая вера была вашим путеводным светом. Пришло время пожинать плоды вашей веры и настойчивости. Вы никогда не искали признания или мирского богатства. Вашим желанием всегда было обеспечить свою семью, вырваться из долговых цепей и стать источником любви и поддержки для тех, кто вам дорог. Я хочу благословить вас, и я намерен это сделать. Аминь. Не бойтесь, ваша жизнь в моих руках. Не поддавайтесь печальным новостям мира и не позволяйте оскорблениям и негативной энергии проникнуть в вашу душу. Ваши враги могут пытаться вселить страх и сомнения, но я здесь, чтобы заверить вас, что вы можете претендовать на свои благословения. Когда на тебя нападают оскорбления, когда другие говорят о тебе плохо и пытаются запятнать твою репутацию, крепко держись моей любви и моего слова. Ищи моего присутствия и найди утешение в нашей интимной связи. Ваша вера и любовь ко мне должны оставаться непоколебимыми даже перед лицом невзгод. Я перекраиваю все вокруг вас, снимаю ваше бремя и искореняю негативные эмоции, укоренившиеся в вашем сердце. Вы становитесь новым творением, рожденным заново в духе, больше не отягощенным депрессией, одиночеством, ненавистью или завистью. Ваша душа обновляется. Я нахожусь в процессе воссоздания вашей реальности, облегчения вашего бремени и устранения негативных чувств, поселившихся в вашем сердце. Вы выходите как новая сущность, возрожденная в духе, больше не обремененная депрессией, одиночеством, враждебностью или ревностью. Ваша душа помолодела. Ваш разум полон веры, оптимизма, стойкости и безудержного счастья. Даже ваши противники будут ошеломлены вашим преображением и озадачены, пытаясь найти способы смутить и подорвать вас. Но ты, моя дорогая, предпочла придерживаться моей любви и моего слова, доверяя мне больше, чем их злобным высказываниям. Бедствия и разногласия, которые когда-то угнетали вас, исчезли, и забот, подтачивавших вашу веру, больше нет. Сегодня откройте глаза на новый рассвет спокойствия и радости. Примите это, поверьте этому, даже если вы еще не можете увидеть этого своим земным зрением. Но ты можешь это почувствовать, не так ли? Глубоко внутри вы знаете, что вы уже не тот. Мое сверхъестественное присутствие окутывает тебя, погружая в мою бесконечную любовь и нежность. Ты не слабый, ты сильный. Ты не неудачник, ты победитель. Ты не побежден, ты вознесся благодаря моей божественной силе и теперь стоишь победителем. Еще раз подтверди мне, моя дорогая, что ты веришь в меня всей душой, и если примешь мое благословение, провозгласи его изо всех сил. Я здесь, чтобы напомнить вам, что вы никогда не одиноки. Были дни, когда слезы текли свободно из-за внезапных проблем, когда обстоятельства казались мрачными и когда те, кому вы больше всего доверяли, отвернулись от вас, когда вы в них больше всего нуждались. В эти минуты печали и боли знайте, что ваши слезы достигают небес, где соткана ваша судьба, где исцеляются все болезни и где ваши проблемы находят свое решение. Вы не одиноки. Я никогда не покидал тебя, даже если те, на кого ты полагался, дистанцировались. Я остаюсь рядом с тобой, любя тебя все больше с каждым днем, и это никогда не изменится. Живите с уверенностью, зная, что я всегда готов вас выслушать.
Благодаря силе моей крови ты можешь напрямую приблизиться к моему небесному трону. Здесь, со мной, вы можете озвучивать свои просьбы, а я выслушаю их с терпением и любовью дорогого друга. Я не прошу тебя сдерживать свои слезы, лучше позволь им течь, чтобы освободить боль, которая задерживается в твоей душе, чтобы я мог наполнить тебя своим покоем. И все же есть кое-что, что я хочу передать тебе. После твоих слез последует радость, мои возлюбленные, и твое сердце запрыгнет от радости. Ваши мечты, которые когда-то считались потерянными и забытыми в моменты отчаяния, возродятся вновь. Ваша жизнь снова будет пропитана верой. Были времена, когда вы подумывали о сдаче, когда чувствовали, что у вас заканчивается воздух, и когда жизненные испытания казались непреодолимыми. Но сегодня я стою здесь, предлагая вам свою любовь и обильные дары, огромную радость и безмерные благословения. Приготовьте свое сердце и разум, ибо я предсказываю, что те, кого вы считали потерянными, вернутся в вашу жизнь. Ваша вера созрела, и теперь ваша очередь протянуть руку помощи тем, кто приходит к вам сломленным и нуждающимся. Вы должны быть готовы к тому моменту, когда двери распахнутся и цепи, которые когда-то сковывали ваши благословения, рухнут. Для тех, кто верит моему слову, нет ничего невозможного, и я готов выполнить свои обещания, данные тебе, мое дорогое дитя. Я жажду направлять и защищать тебя, но прошу взамен одного – твоей непоколебимой веры в меня. Я твоя жизнь, твое будущее, твоя сила и твой щит. Ходите с верой, веря в чудеса, которые еще не видны вашим глазам. Вы можете считать свою веру незначительной, но это все, что мне нужно, и этого достаточно, чтобы принести вам бесчисленные прекрасные благословения. С течением времени вы посеяли семена веры в свое сердце. Я наблюдал за вашим путешествием через большие трудности и испытания, и вы никогда не колебались в своей вере в мою силу. Ваша непоколебимая вера привела вас к триумфу. Сегодня я хочу заверить вас, что ваши семена веры не остались незамеченными. Каждый, кто досмотрит это видео до конца, вскоре получит хорошие новости. Открывается возможность, ставящая вас в положение, когда вам не придется брать взаймы, просить или бороться за что-либо. Господь провозглашает: «Я открыл для вас дверь, которую никто не сможет закрыть». Ничто не может помешать Божьему плану для вашей жизни в сегодняшнем мире. Господь – прибежище во времена бедствий. Введите 11 часов 11 минут, если вы верите в Божий план, и к концу января вам будет дарована прекрасная возможность. Вас ждет неожиданное и невероятное событие, и все ваши мечты сбудутся гораздо раньше, чем вы ожидаете. Господь объявляет, что ваши страдания закончатся, и ваши слезы прекратятся. Дверь откроется, и чудо уже не за горами. Молитвы твоей бабушки все еще защищают тебя, и Бог снова поднимает тебя для возвращения, исполненного благодати. Ангелы были освобождены во имя Твое. Ваши молитвы были услышаны, и Бог посылает помощь. Вам просто нужно довериться Ему. Введите 10 часов 10 минут, если вы доверяете Богу и хотите без особых усилий привлечь крупную сумму денег. С сегодняшнего дня войди я в свою жизнь с верой в то, что ты не ошибаешься. Что-то важное приближается к вам. Вскоре вы получите $1 000 000. К вам приближается благословение,
достаточно большое, чтобы изменить всю вашу жизнь к лучшему. Бог пошлет неожиданные благословения, решения, исцеление, любовь и позитив. Вы следующий в очереди на великое чудо, которое изменит вашу жизнь, и вы станете счастливее, чем когда-либо. Введите 222, если вам это нужно. Это знак Вселенной, что вы привлекаете в свою жизнь настоящую любовь. Бог укажет вам путь, но ваша работа – доверять Ему. Ваш период ожидания закончился, и вот-вот начнется золотой период. Вы будете наполнены радостью и счастьем, делясь хорошими новостями. Бог говорит: не волнуйтесь, ваши проблемы в моих руках. Когда печаль наполняет ваше сердце, когда слезы катятся по вашим щекам, всегда помните 3 вещи. Бог с вами, Бог по-прежнему с вами, и Бог всегда будет с тобой. Наберите 333, если верите в это. Будьте сильными и смелыми. Не бойтесь и не разочаровывайтесь. Господь, Бог твой, будет с тобой, куда бы ты ни пошел. Если вы прощаете других, ваш Небесный Отец также простит вам любые допущенные вами ошибки. Только Бог может превратить катастрофу в послание, испытание в свидетельство, суд в триумф, а жертву в победу. Когда у нас не остается ничего, кроме Бога, мы обнаруживаем неожиданные чудеса, которые навсегда меняют нашу жизнь. Основное различие между Богом и людьми заключается в том, что Бог дает и прощает, тогда как люди получают, но забывают. Введите «да», если вы согласны. Бог говорит, что теперь ваше время получить все, о чем вы молились. Дитя мое, осознавай новые прекрасные начинания, которые вот-вот появятся в твоей жизни. Верьте, что все действительно возможно, и что у вас внутри есть все для достижения великих дел, которые по-настоящему возрадуют ваше сердце и душу. Первое, что вы получите завтра утром, это чудо. Не проходите мимо, не поблагодарив Бога за этот день и за жизнь. Бог шепчет ваше имя на ухо тому, кто может навсегда изменить вашу жизнь. Вы готовы? Введите 555, если вы готовы. Видя это, вы привлекаете чудеса. Это ваш знак того, что все станет лучше, чем вы можете себе представить. Знайте, что стресс, растерянность и бессонные ночи скоро закончатся. Вселенная заменит его ясностью, покоем и наполненностью. Я исправлю все ошибки, компенсирую все потери, победю всех врагов и устраню все препятствия. Вскоре вы будете возведены в место, исключительно подходящее для вас. Вы испытаете огромное счастье, и все вокруг вас наполнятся радостью и верой. Наберите 777, если вам это нужно от Бога. Я был свидетелем вашей борьбы, вашего непоколебимого доверия ко мне и вашей решимости перед лицом невзгод. Я простираю к вам свою благодать и милость, и своей могучей рукой я буду взращивать эти семена, заставляя их обильно процветать в вашей жизни и в жизни тех, кто вас окружает. Приближается время пожинать плоды вашей веры и терпения. Я знаю глубину твоего сердца и твои истинные намерения. Вы не ищете ни славы, ни богатства. Ваше желание – обеспечить свою семью, освободиться от оков долгов и распространить свою любовь на тех, кто вам дорог. Я желаю благословить тебя, и я хочу это сделать. Аминь.